тихо и пустынно в школьных коридорах. Стены этой старой школы помнят маленького Васю Лебедева, впервые робко переступившего школьный порог. И помнят возмужавшего учителя Василия Дмитриевича Лебедева, первого эвенского ученого и поэта, человека, который всем сердцем любил свой народ и служил ему до последнего вздоха. Ощущение такое, как будто перенеслись в то время. Под стеклом мирно лежат личные вещи поэта. Латунный подсвечник, перьевая ручка, фотоальбомы. Вещи как будто живут своей жизнью, храня воспоминания о своем хозяине. Трепетно и бережно смотрим на них, и происходит чудо. Иначе как назвать момент, когда старый будильник начал тихо тикать? Тихий звук, как удары сердца. Недоумение сразу сменяется радостью. Это знак. Великий сын эвенского народа приветствует нас. Эведе торам аявалра, эведе торам ожалра, эведе торам этулра. Тачингоника би тек литературный вечер Амаджид. Эремучи тунедун, эреняшеханедун, эбусилиукантен, тагену кулдулдрин, эюнкунтен никен, эсэмимэйылбэр, хэрэшэтэтылтэн, Алладин не былын, горины киылдын, иңін тәрәбікен, надаври ханисақ, гякиду бариттан, айке Среди благодатных просторов Момских гор, на берегу красавицы Индигирки, прошло детство и юность Василия Дмитриевича Лебедева. И на всю жизнь он пронес любовь к родной земле. И даже, будучи вдали, он с трепетом вспоминает свою малую родину. Родная, любимая сторонка лечит и греет душу поэта. Когда ему больно и грустно, он хотя бы мысленно возвращается в тайгу. Мчится, летит на Мому. Гарпун алкан нелкани, төріңіт ханисаң сен, калдыт кадар чул баня бейлгі төбің сен, тәңкіңі чул баня нөкчәйті сен, мұшиддет үнңі жен, төр аян бүкетін жалқаң сен, үвісіл нұрганди хәжетін ұлдалдан, Талки улдукканни тыгали хәҗетен гөмкәмән, кадар хәҗәлән дәгүн, исун тор хиткилән, ибтуки нёричи, умут тахамалдар. Тортан туктортан надирынна, чәлән бұл там кычалан улгыктым, маранна дылгам жорн, ады жор там кыптам. Улгемдым, юләс кемінна нөлтан кабинетук. Урилдин жин, торыңыт ажатына чырыгыр, Ракнян маранга белгапан уйлгидукун, умкакан чурит, этаны губадиптын.
Василий Дмитриевич Лебедев учился в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена. Учился с упоением, самозабвенно. Молодой, красивый Эвен встретил здесь свою любовь. Девушку из народа Ульчи, которая впоследствии стала любимой женой, верной подругой, соратницей и матерью детей. Жанна Каровна осталась в памяти как хлебосольная, добрая, очень интеллигентная женщина, оставившая свой яркий след в науке и в памяти благодарных земляков. Василий Дмитриевич в 1970 году успешно защитил диссертацию по эвенскому языку и получил научную степень кандидата филологических наук. Он является первым ученым из числа эвенов. Его фундаментальные научные труды «Язык эвенов Якутии» и «Охотский диалект эвенского языка» до сих пор не теряют своего научного значения. Он писал учебники и учебные пособия по эвенскому языку, собирал фольклорные материалы, сопровождая их научными комментариями. За свою короткую жизнь он проделал огромный труд, открыв миру и для мира культуру и язык эвенов. Он был ученым, очень крупным ученым. Он мог стать в скором времени доктором филологических наук. Он же написал такие монографии, как «Язык эвенов Якутии», «Язык эвенов Момы», Момовский говор, так, «Язык эвенов Охотского края», «Язык Охотских эвенов», так. Уже у него 3 монографии было, и уже достаточно было за докторскую диссертацию. Я присутствовал на защите его и кандидатской диссертации в Ленинграде, так. Вот. Кроме этого, он человек был многосторонних интересов. Он очень любил играть в шахматы. Мы вдвоем очень много раз играли, все время играли. Он прямо, конечно, он меня проигрывал, но такой азартный был. Если проиграет, еще раз, еще два. Играли. У него в квартире играли. Для того, чтобы я не уходил, он говорит: давай, Андрей, чай хочешь? Давай, я сейчас налью, и чай быстренько сорвай, чай нальет, и давай дальше играем. Так. Он жизнерадостный был. Он не хотел и не думал наверняка так быстро уйти из жизни. У него было желание как можно лучше жить на свете. Но, к сожалению, судьба по-своему распорядилась. Очень жалко было, конечно. Öptün judu juganedu tăgăciuni aichiattu biyatte. Öptün judu juganedu muchitun jatukiatto avatta. Utan jula tuganedu nulgamida hotusuke avatta. Ungabidan ugitiktan utan jula rıgır kanyamalla. Utan judu tăgăciuni hotusamdas tarda bine hagdı jawbo. Öptün jula nanapsa. Juganengi tuganengi Бидангатан еломжу кекырланди стала холоп dengan ягая. Югайынди хыртыунган жуганин кама жамканне мен туара балдангау бибу эптин жугу нямуган. Если тень моя исчезнет, здесь автор подчеркивает следующие мысли. Самое тесное единение с природой. Едва ли не одинаковый ритм дыхания с природой, глубочайшее прикосновение в самое сокровенное окружающего мира привели Василия Дмитриевича Лебедева к творческим находкам, удивительным своей простотой и естественностью, утонченностью и изяществом. Она также отмечает умение автора использовать эпитеты при изображении снега. Сам, прячась в тень, поэт тщательно рисует снежную реальность. Снег колючий глаза слепит,
Спит на ветках тяжелый снег. У нас и летом снег, нередкий гость. А снег засыпает глаза. Он убежден был в том, что истинная поэзия возникает лишь там, где, как бы то ни было, напряжена мир, от сердца тугая струна. Поэт Василий Дмитриевич Лебедев с первых же строк своих стихов обратился к фольклорному наследию своего народа. Он питал себе все бесценное из этого наследия и воплотил в своих произведениях. Борели миндуи, нелькени, борели нёлтени нямдукун. Тархам бимяв му хуилму икелбу икелдин. Икелбу möde чаухат мөңни кирикчин, төрөйлин бекетлин жалкандин. Борели миндуи, нелькени, борели нёлтени нямдукун. Эйен эйеккен. Уатал тител, носалажи дурлумси. Онал букам турарыме, онадиканы кәгрем. Эркев качан гүнжиттікү, нодив качан гүнжиттікү. Эйен эйеккен. Мен дергекимен, мен кезекимен, мен чакырым, ман жимеккен, гөндедүкүгел. Оли, доли, догарели, доели нодыңнарам, окумудин ясодано. Ingen dør bein din himeli gerbütmi. Kalrit kadar urumakan men bili. İmenengne hoji tikraken mangni çıkan latli. Günte gölüm görsün aça urumakan joldur öyle. Çift kaçan kolankan bir akçan mokçinni. Merkensi gilbedi bigreden. Meni fehup kutli. Ingen dör beğendin, himeni gerbütmi. Ürekçer, minu yok hondedes, dogemi ereger. Nul geces, deggoces. En uvur hodukun, osikat bisiles, oçimsas, nyanendef, törüçes. Honungi nuntondin, honungi batandin. Як бирге одакан төрүчес минуху илден ил үрекчер. Окутта тордола нираку, гөнден отераму, дуктандав эмемдин үсөкчер дукатлав, таңникан укимдер. Ями дадугун ишемдес, бидеген дегалгел, онесни үчүмсе, хаванка, дичегу, ечегу, тараган биси бу дегалген, Петлядив Парагдин Илканди. Василий Дмитриевич Лебедев, безусловно, относится к детям оттепели 60-х. Он был незаурядной, на редкость одаренной личностью. Настолько стремительно, неудержимо ворвался он в привычный ритм жизни, что общество вынуждено было обратить внимание на социально-экономическое и культурное развитие эвенов. Василий Дмитриевич Лебедев сыграл неоценимую, выдающуюся роль в подъеме этносознания нашего народа, пробуждение интереса к литературе, практическое возрождение литературы. Если бы не он, то мы еще долго блуждали бы по тропам истории. Как поэт он был большой, современный поэт. Современный поэт. Он сразу начал писать на уровне советских, европейских поэтов. И в этом плане он был высок в своем поэтическом росте, мог как поэт свободно выступать перед любой аудиторией в Москве, в Ленинграде, в других больших городах, где угодно. Он настолько был грамотен и настолько был талантлив, что он чувствовал себя на равных с ведущими советскими поэтами, писателями. Он был организатор, организовал множество семинаров, круглых столов, совещаний коренных малочисленных народов, писателей коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. И в этом плане он
вместе с Владимиром Михайловичем Санги были в одной упряжке, колоссальную работу провели. И подготовили целую плеяду писателей народов Севера. Вот. В этом его заслуга. В дремучей тайге родилось мое слово, в горах верхоянских и тундре песовой. Они в моем слове и креп, и основа, и к ним возвращаюсь я снова и снова. Свет октября в моем слове сияет, тот свет, что полярную ночь не заходит, тот свет, что упорно лучи расстилает, надежду и радость рождая в народе. О, песни мои, вы славянской душою, одета в русское слово, летите над нашей великой, огромной страною, о северном крае моем расскажите. Кто такой оленевод? Тот, кто ветер приручает, тот, кто вьюгу усмиряет, комарье уничтожает, в небе тучи изгоняет, людям мясо доставляет, кормит их и одевает. Тот, кто жизнь им облегчает, улучшает, украшает, тот, кто все им отдает. А откуда он берет то, чем он сам живет? Может, кто-то это знает? Кто такой оленевод? Нет, я не последний люблю своего оленя. Олень со мною столетия и тысячелетия. Олени в упряжках несутся, олени в снегах пасутся, ищут пищу. Оран мой оран, в жару и в буран, ты мой дом, ты моя пища, ты мой друг, ты моя одежда, ты моя надежда. Рога, как костер в тумане. Нет, я не последний люблю своего оленя. Нет, ты не последний, мой олень. Пусть посмеемся и пусть поплачем, но мы еще с тобой поскачем через столетия и тысячелетия. Словно сердце мое в ритме оленевого бега, в ритме дождя, в ритме старинных песен. Сердце мое высекает из камня, из песен, из снега. Стучит мое сердце громко на всю планету. И вдруг чей-то стон заставляет его споткнуться. А если оно замирает, молчит и удара нету, значит, кого-то не стало, кому-то время настало в землю вернуться. Тяжко стучит мое сердце, гулко и больно, бьется о ребра, словно сбирается в горы, словно людскому горю больше некуда деться. Словно сердце мое, потому и сердце, что впитало в себя все на свете людское горе. Но если станет туго, Будет тьмою даль закрыта. Черный день придет. И вынес не сумеешь ты беду. ты ударь о нас копытом, Позови меня, как друга. и к тебе на помощь, слышишь? Отовсюду я приду. Он был как человек, как овен, настоящий овен. Вот легкий на прием, жизнерадостный. Так. Он очень легко, значит, у него появлялось чувство восторга, радости. Если что-то новое услышал, увидит, прямо скакивал с места и ходил туда-сюда. Я радовался, пожирал руки и так далее, смеялся, радовался. И в то же время, с другой стороны, так далеко он вспыхивал. Если что-то не нравится, очень резко высказывал свое мнение и порицал, ругался иногда. Но в то же время очень быстро все это забывал. Он не злопамятен был. Вот. Он, как человек, он был очень хороший человек. Вот. Но настоящий патриот Севера, ни перед кем он не прогибался. Для него не было таких барьеров, как власть, как какой-то руководитель, чиновник, так. Он есть ради народа, он шел вперед, как танк. Вот таким он был.
любил свою родину, свой овенский язык. За свой родной язык он был готов идти куда угодно, за литературу. Его очень сильно волновала проблема отсутствия в течение длительного времени венского романа. Он все время об этом говорил. Он говорил, все народы Севера далеко ушли, у них все свои романы, только у нас, наверное, ничего нету. Один раз даже высказал, давай, Андрей, мы с тобой вдвоем между собой организуем соревнования, возьмем себе обязательства, кто быстрее напишет роман. Он говорит, вот Слободский пишет уже 20 лет свой роман, в конце не видно, когда напишет, он говорит. А я засмеялся, это писание романа, тем более, это же творческая работа, это не спортивное соревнование, тут не можно соревноваться. Поэтому я засмеялся и махнул рукой, и, в общем, на этом разговор, и он тоже засмеялся. На этом разговор у нас закончился. Но, к счастью, в скором времени, правда, после ухода из жизни, к сожалению, Василия Дмитриевича из жизни, Платон Афанасьевич Степанов-Ломотский закончил свой роман, и роман мы заимели первый венский роман. Так что дело пошло дальше, и сейчас продолжение идет, работаем мы. В поэзии Василия Лебедева сильна национальная самобытность. Главным образом его поклонения стал белый олень, ставший визитной карточкой самого поэта. Священный белый олень, олицетворение чистоты и красоты, неиссякаемый источник творчества и вдохновения. В стаде оленем рождается редко олень, белее снежной земли, священный олень. Его мои предки как символ света берегли и никогда не обрубали ему ветвистые рога, чтоб светом солнечным сияли вокруг него снега. Во мраке зимнем и глухом, в полярной нашей ночи струятся от него кругом теплого света лучи. Тронуть его — великий грех, нельзя его оскоплять, чтоб мог он белый солнечный мех потомству передать. Самое сильное стихотворение у него «Священный олень». Олень, и через образ священного белого оленя он показал, выдал миру образ своего народа, его судьбу историческую, настоящее, будущее. И это на века стихотворение им было. Он стремился к тому, чтобы заглянуть за грядущее, что будет, что нас ожидает. В этом плане он был поэтом-философом. Агданча учику, хочу тярчам, наводте дельчами, хэссакинем минкундим. Тукача ясала сараннан туруттан, явоттай хикутич тагалидам каттан. Тораңа туркутте учику яваттан, нусакчан бидан йинан югалаттан. Мулами хинуби, он якчим, он айчим. Бeritlay nang mucuda kundi, nasaksan bitlay halbatay mo gandi. Atandi tarawjad. Hagdan dal boldan min dula, hunga cindagni kan yal tangcer. Ya kita mundi jitikrekan mudakan maptan. Inmin mut hagdan of ochiku. Nasaksan tagalgam tekam nad bakaldar.